إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Хадиджа бинт Хувейлид занималась торговлей, пользовалась уважением и обладала богатством. Она нанимала мужчин для того, чтобы они торговали на ее деньги, отчисляла им определенную долю от прибыли. Курайшиты в основном занимались торговлей, и когда Хадиджа, да будет довольна ее Аллах, узнала о правдивости, честности и благонравии посланника Аллаха, она послала за ним и предложила ему отвезти в Шам ее товары, предложив ему также заплатить больше, чем она платила другим, и отправив вместе с ним своего слугу по имени Мейсара. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял ее предложение и отправился в Шам вместе с Мейсарой. После его возвращения в Мекку Хадиджа увидела, что ее деньги не только сохранились, но и принесли невиданную прежде прибыль. А ее слуга Мейсара рассказал ей о приятных качествах, высоких достоинствах, здравомыслии, правдивости и честности пророка, мир ему и благословение Аллаха, и она поняла, что нашла то, что искала. Многие знатные люди хотели жениться на ней, но она отвергала их предложение. Она рассказала о том, что с ней происходит своей подруге Нафисе бинт Муния, которая пошла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и завела с ним разговор о женитьбе на Хадидже. Он дал на это свое согласие и обратился к братьям своего отца, которые отправились к дяде Хадиджи и просватали ее за него. И уже вскоре после этого состоялась свадьба. При заключении брачного соглашения присутствовали хашимиты и предводители племени Мудар. А происходило все это через 2 месяца после его возвращения из Шама. В качестве брачного дара он отдал ей 20 молодых верблюдов. В это время Хадиджи было 40 лет, и она являлась достойнейшей женщиной по своему происхождению, богатству и уму. Она была первой женщиной, на которой женился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он не брал себе других жен, пока она была жива. Хадиджа родила ему всех его детей, кроме Ибрагима. Первый был Аль-Касим, вследствие чего пророка, мир ему и благословение Аллаха, и называли Абуль-Касим, отец Аль-Касима. Потом родились Зайнаб, Рукайя, Кульсум, Фатима и Абдуллах, которого называли Таиб, благой, и Тагир, чистый. Все его сыновья умерли еще в раннем детстве. Что же касается дочерей, то они дожили до возникновения ислама, приняли эту религию и переселились из Мекки в Медину. Однако все они умерли еще при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха. Исключением является Фатима, да будет доволен ею Аллах, которая скончалась через 6 месяцев после его смерти. Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 35 лет, курайшиты решили перестроить Каабу, так как со времен Исмаила она представляла собой строение из больших скальных камней высотой в 9 локтей. У этого строения не было крыши, что позволяло ворам похищать находившиеся внутри храма. Кроме того, это древнее святилище долго подвергалось воздействию различных неблагоприятных факторов, в результате чего здание было уже не таким крепким, а стены его покрылись трещинами. За 5 лет до начала пророчества в Мекке случилось сильное наводнение. Потоки воды достигли Каабы, в результате чего она едва не разрушилась, и курайшиты были вынуждены перестроить храм, чтобы сохранить его значение. Они договорились о том, что для перестройки храма будут использованы только чистые деньги, а поэтому не принималось то, что было заработано блудом и ростовщичеством, а также все то, что было силой или обманом отобрано у кого бы то ни было. Сначала они боялись разрушить Каабу, но в конце концов за это взялся Аль-Валид ибн Аль-Мугира Аль-Махзуми, к примеру которого последовали и другие люди, увидевшие, что с ним ничего не случилось, после чего они продолжали разрушать здание до тех пор, пока не добрались до основ, заложенных Ибрагимом. Потом они решили приняться за строительство, разделили Каабу на несколько частей и выделили свою часть каждому племени, представители которого сначала отдельно от других собирали камни, а потом они все вместе приступили к строительству под руководством византийского строителя по имени Бакум.
Когда дело дошло до установки черного камня на прежнее место, люди разошлись во мнениях о том, кому следовало поручить выполнение этой почетной обязанности. Споры продолжались 4 или 5 дней и достигли такого накала, что чуть были не привели к кровопролитию на территории харама. Однако Абу Умайя бин аль-Мугира предложил им поручить рассудить спор между ними первому, кто войдет в ворота храма, и все согласились с ним. Аллаху было угодно, чтобы этим человеком оказался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И когда они увидели его, то закричали: «Это Аль-Амин, и мы довольны этим, это Мухаммад». Подойдя к ним и выслушав их слова, он попросил дать ему накидку и положил камень на ее середину, а потом предложил вождям племен взяться за ее края и велел им поднять камень. Когда же они поднесли камень туда, где он находился прежде, он собственноручно установил его на место, и все согласились с этим благоразумным решением. Чистых денег у курайшитов не хватило, и поэтому они укоротили здание храма с северной стороны примерно на 10 локтей, а ныне эта часть называется Аль-Хиджр. Кроме того, они подняли двери Каабы над землей, чтобы туда не могли войти никто, кроме тех, кому курайшиты пожелали бы разрешить это. А когда здание достигло высоты 15 локтей, они покрыли его крышей, опирающейся на 6 колонн. Краткий обзор жизни пророка, мир ему и благословения Аллаха, до начала пророчества. В молодости пророк, мир ему и благословения Аллаха, приобрел наилучшие качества, присущие людям, которые относились к различным классам общества. Он являл собой высокий образец здравомыслия и рассудительности и отличался большой сообразительностью, оригинальностью мышления и способностью правильно выбирать цели и методы их достижения. Он привык подолгу молчать, что пригодилось в периоды размышления и попыток постижения истины. А его живой ум и чистая сущность помогали ему изучать различные аспекты жизни, дела людей и состояние общества. Он испытывал отвращение к суевериям, удалялся от них и жил так, что люди знали все о нем, а он знал все о них. Он принимал участие во всем хорошем, с чем сталкивался, в противном же случае возвращался к своему привычному уединению. Он не пил вина, не ел мясо животных, которых приносили в жертву идолам, и не принимал участия в празднествах и торжествах, посвященных всевозможным божествам. Напротив, с самой ранней юности он испытывал такое отвращение к этим божествам, что не было для него ничего ненавистнее их, и он не мог слышать, когда кто-нибудь клялся Аллят и Аль-Уззай. Нет сомнений в том, что сам Аллах хранил пророка, миром и благословение Аллаха. А когда побуждения души подталкивали его к некоторым радостям этого мира, и он соглашался следовать тем или иным достойным порицания традициям, вмешательство Господа удерживало его от этого. Ибн аль-Асир сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если не считать 2 случаев, я никогда не собирался делать того, чем привыкли заниматься люди, жившие во времена джахилии. Но каждый раз Аллах удерживал меня от этого. А потом у меня уже не возникало такого желания, и так продолжалось до тех пор, пока он не почтил меня, вручив мне свое послание». Однажды вечером я сказал юноше, который вместе со мной пас овец в верхней части Мекки: «Не присмотришь ли ты за моими овцами, а я пойду в Мекку и проведу вечер в беседах, подобно другим юношам». Он сказал: «Иди». И я ушел, а когда достиг первого из домов Мекки, услышал музыку и спросил: «Что это?» Люди ответили: «Такой-то женится на такой-то». И я сел, чтобы послушать. Но Аллах сделал так, что я ничего не услышал, и я заснул, а проснулся только от жара солнца. Тогда я вернулся к своему товарищу, который стал расспрашивать меня, и я обо всем ему рассказал. В следующий раз я обратился к нему с такой же просьбой и снова пошел в Мекку, но со мной случилось то же, что и в первую ночь, и больше я ни о чем дурном не помышлял. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выделялся среди своих соплеменников приятным характером и достойными нравственными качествами. Он был самым порядочным из них и обладал самым прекрасным нравом, являлся наилучшим соседом, отличался наибольшей кротостью, был самым правдивым и мягким человеком, а также самым скромным, щедрым на благое, благочестивым в делах, обязательным и честным, и его соплеменники даже прозвали его Аль-Амин, поскольку он отличался благочестием и приятным характером. И он был таким, как сказала о нем мать правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах: «Ты помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы». Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.